Тысячелетия прошли с того времени, как начал человек обживать крайний север. Халарчинская тундра. Раскинулась она в низовьях Колымы. В переводе халарча означает каменистая. Каменистая арктическая тундра. Здесь особенно сильно ощущается величие и сила природы. Здесь кончается земля. Впереди мертвое безмолвие вечных льдов. Судьбой, предназначенные жить на краю земли, народы Севера создали уникальную арктическую культуру. Это их вклад в культуру всего человечества. Халарчинская тундра многонациональна. Здесь живут эвены, чукчи и кагиры. Разные языки, разные обычаи. Объединяет их то, что в основе их жизни традиционная отрасль северного хозяйства – оленеводство. На нем базируется национальная и культурная самобытность народов Севера. Быть оленеводом значит быть кочевником. Так установила сама природа. Сменяются времена года. Согласуясь с этими переменами, кочуют оленьи стада. Осенью это движение на юг, ближе к лесу, подальше от открытой тундры, от прудей. Весной олени направляются на север, к морю, где свежий морской ветер сдувает гнус. И это вечное, естественное движение – закон кочевой жизни оленеводов. Север, народы, населяющие его, стали объектом внимания еще и потому, что там наиболее четко, зримо проявились кризисные черты, разрушительные последствия взаимодействия двух культур, древней, создаваемой веками, созданной в гармонии с природой, и современной технократической культурой. Утрачивается национальная самобытность и фольклор народов Севера. Исчезают их языки, нарушается весь уклад жизни, забываются традиции и обычаи, народные промыслы и ремесла. Недавно в Черском, районном центре Нижнеколымского района, прошли Дни народности Севера. Это событие, как и создание Ассоциации народности Севера, важно не только для оленеводов Халарчи. Это внимание к проблемам, главное из которых – выживание этих народов,
борьба за сохранение традиционных отраслей, без которых их жизнь просто невозможна. С этой целью была создана в Нижнеколымском районе первая в республике агрофирма «Эдил». В переводе это означает «надежда». Агрофирма уже имеет договора с зарубежными партнерами на совместные предприятия по переработке мяса, рыбы, дикорастущих. С генеральным директором агрофирмы «Эдил» Василием Николаевичем Игловским мы и полетели в тундру к оленеводам. Очень ответственное для оленеводов время. Время отела оленей. Рождаются оленята, умножается богатство тундры. Зарождается и новое для тундры дело – фермерство. Василий Николаевич приехал с новостью. В тундре появился первый фермер – Егор Андреевич Нутенли. Семья Нутенли из 5 человек перешла на эту новую не только для тундры форму хозяйствования. Раньше в тундре хорошей невестой считалась та, которая ровнее всех кладет стежки при шитье. Хорошо шьет, значит, будут тепло одеты муж и дети. И до сих пор при свете свечи или керосиновой лампы обшивают женщины свою семью. Пока только в мечтах. И легкие домики, и небольшие солнечные батареи. Удивительно добры и приветливы женщины тундры.
А на празднике вы как? Какие ощущения от праздника у вас? Да ничего, первый раз видим, конечно, интересно. Ага. А вы сами принимали участие там в соревнованиях? Не успел, опоздали. Опоздали? Из-за погоды, наверное? А Нет? из-за погоды. А кто из ваших принимал участие в соревнованиях? Вот мы должны все были принимать там. Да. И опоздали все, да? Ну, остальные гонках-то мы не участвовали, мы на лыжах не умеем, Ага. верхом не умеем. Ну там же были другие виды, вот метание это вот. Ну мы-то не уступали, вот остальные ребята уступали, может, Ага. Ну хоть побывали на празднике все-таки, да? бывали. Ну, вот, сейчас у вас же идут вот, значит, переход на фермерское хозяйствование, да? Вы слышали об этом, да? Вот как, что вы думаете об этом, а? Ну, молодые, ага. Молодые должны подхватить это дело. Вот эти два сына Иннокентия Яковлевича Гарулина, два сына, потомственные оленеводы. И на сегодня это самые опытные ребята Из молодых, да? из молодых. Ага, ну вот давайте послушаем ваше мнение, а? Как вот, что вы думаете о будущей жизни своей? Ну вот эти самые. Все тут перестраивается, но все еще нужно останавливаться. И, ну, что, как сказать, многословно я не могу. Ну, кратко. Надо свободу, да? Да, Чтобы были, значит, оленеводы во всем свободны. Никто не диктовали. все, Никто не командовал. А вот Никто если не вы, командовал. вот конкретно вы, вот что у вас будет, если вы перейдете, у вас будет своя ферма? Вот у Гарулиных, да? Да. Что вот будете вы иметь тогда? тогда мы будем все иметь. Например? Своих оленей, Так. Свой дом, Свой транспорт, свой транспорт, сами строить. сами строить. расчетный счет И банки. свое пастбище у вас будет для Да, людей, да. да? Вот. Значит, вы, в общем-то, относитесь к этому положительно, вот вы, да? Положительно. А когда вы будете это переходить, когда договор будет у вас? Ну это Подписан. как? С 1 января, Ну, наверное, будет. 1 наверняка. января. Да. Я слыхал так. Ага, вот 1 января, этот ага. Нутелли сейчас перейдет, Ну. посмотрите, и потом переходите. Хоть все переходите. Если все перейдете, тогда, значит, совхоз вам даст, бесплатно отдаст то, что взяли раньше оленей. А вот когда, значит, 1-2 переходит, тогда бесплатно отдавать невозможно, потому что труд всех людей вот ваш. Тогда лучше коллективно всем перейти, да? Всем перейти, а тогда совхоз бы отдал все. И таким образом вообще совхоз бы ликвидировался, они бы прямо Газбанк имели расчетный счет, ну, переработку держал бы агрофирма, они бы связаны были с дачей продукции с агрофирмой, доходы бы делили, и все, им приятно было, и всем. А вот аппарат, который держим, значит, держит 300 тысяч оплачивает, это все бы пошло. Они бы, хозяева были
ты расскажи, пожалуйста, как ты ехал один из Черского? Сколько километров проехал? А, нет, я не один Не ехал, один ехал, сказали. трое. А ребята-то поехали через другую же, ты говоришь, бригаду? Да? В седьмой. А ты сюда приехал, да? Здесь у тебя родственники. Вот, а сколько километров от Черского до твоего дома? До этого места, где? Километров 100 с лишним. Я точно не знаю. И сколько дней ехал на праздник? На третий день уже приехал в Терск. Да? Это значит, двое суток вы с ночевками? А где ночевали? С ночевками. Ну, ночевали в других стадах. Ага. Заезжали в 5-й, 6-й, 7-й. И по сколько часов в день вот так вот кочевали, ехали? По 2, по 6. Но ветер-то очень сильный же был. Ветер был очень сильный. Кеша, а вот скажи, ты после армии ведь стал, да? Вообще планы-то у тебя какие сейчас? Работать Работать? Значит, в какой бригаде ты работаешь? 3-й. Третий, да? Это семейное, там с родителями? С родителями. Отец там. Вот. А вообще, как тебе вот праздник лично тебе? Вот мы видели, там в соревнованиях принимал участие. Ну, хорошо. А? Хорошо. Понравилось? Отлично даже. А что тебе больше всего понравилось? Ну, гостей много, полно. Познакомился. А девушка у тебя есть невеста? У меня пока нет. Пока нет? Пока еще не планируешь? Тебе всего 22 года сейчас, да? 22 года, но все еще впереди. А вот как вот ты бы хотел? Вот так же вот кочевать по тундре, да? Ну, быть оленеводом, или все-таки ты бы хотел устроиться в поселке работать в будущем? Не знаю. Конечно, кочевать лучше. Потому что в поселок приезжаешь, там от силы недели, наверное, побудешь так нормально. А Ага. там уже стали тянет. Ага. А почему вот тянет? Все-таки здесь так трудно все время же, вот на ветру. Вот мне так кажется. Так человек привыкает к Привыкает. этому. Воздух здесь в тундре, да, такой свежий, чистый. И в поселке душновато уже, даже нам кажется, так вот несколько дней побывали. Вот, а как ты вот воспринимаешь вот это вот, то, что будет вот фермерское хозяйство здесь, вот отдельно ваша семья, например, могла бы быть таким вот крестьянским хозяйством, фермерским? Конечно. Ты вот улавливаешь, что это какая-то новая перспектива вот для вас есть? Нравится тебе это? Ну так еще не ощущаю, потому что пока здесь нет. Ну, вот сейчас же уже вот семья-то одна переходит. Они вот как рассказывают, наверное, да? Ты говорил с ними когда-нибудь? Пока нет, да. Ну, скоро по тундре слух-то разнесется, здесь же очень быстро это все. Все люди узнают очень быстро, что уже первая семья подписала договор. Присматриваться, наверное, будут, да? А ваша семья большая? Большая. Сколько человек? 7. 7. А вот если бы вы могли создать, вот, так сказать, одно хозяйство, так, 7 человек, то сколько линей вы могли бы держать? Полно.
Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Можно. Меня зовут Надежда Спиридоновна. Я из Якутского телевидения. А вас как зовут? Меня Наталья Иннокентьевна. Наталья Иннокентьевна. Наталья Иннокентьевна, Ага. вот мы хотели бы вам задать такой вот вопрос. У вас есть дети? Есть 8. 8 детей у вас, да? Ага. А вот где они учатся? Они находятся вместе с вами или в поселке? Находится сейчас один, все учатся, и некоторые уже взрослые. Да? А Ага. маленькие? Маленький, вот самый маленький вот здесь. Сколько ему лет? Ему 5. 5 лет? Ага. Ага. А вот скажите, вот вам не жалко отдавать детей своих в поселок учиться? Конечно, жалко было, а сейчас-то что сделаешь? Ага. А вы бы Ага. хотели, чтобы они при вас были? всегда, Конечно дети? бы, конечно бы. А какой вот вы думаете выход? Какой, как, что сделать, чтобы дети при матери были? Ну а как они сейчас учатся же надо ведь. Да? Ну. А с какого возраста забирают детей у вас? Вот на подготовительном вот в этом году взяли. И у вас заберут этого мальчиком вашим? Вот осенью учиться пойдет. Уже все, и больше в тундре он с вами не будет? Не будет, только летом. Только летом. Ага. А вот он может же забыть все это вот. Конечно, забудет. Вот, а как тогда, вот что? Вот как вы думаете, вот он выучится, уйдет из тундры, он может и не вернуться сюда? Нет, конечно, нет. А какой выход может быть? Вот Чё вы, же, наверное, вот думали так. все-таки. Я не знаю, надо, кто здесь будет учить при стаде здесь. А если бы маленькая здесь была бы кочевая школа, вот один учитель, например, до 4 класса он мог бы учить. А там школьников не будет. Почти сейчас детей нету в тундре. В тундре нету? Ага. А где они? Мало совсем. А где они? Ну, все поселки держат эти детей. Все поселки в основном держат, да? Ну, мало сейчас, большинство сейчас новорожденные, да всякие вот. Только, До да? года сидящие, да сейчас есть. Здесь, да? Ну, ага. Ну, вот лето у меня вот только мои дети здесь бывают. А остальные даже на лето не приезжают? Да? Не, А где они? В поселке? в поселке с родителями бывают. И бригадира детей двоих я держала летом. Да, а все остальные дети в поселке. Все у них, все семейные и все поселки находятся. Надо им же кочевать же тоже. А нам скоро на пенсии потом уходить. Кто будет кочевать после нас? Да. А они вот, как вы думаете, вот вы хотели бы, чтобы ваши дети были оленеводами, чтобы кочевали? Конечно, Хотели бы? хотели бы. Очень хорошо было бы даже. Да, а вот теперь такой вот возможности нет, наверное, Нет, да? нет сейчас. Вот, ну вот давайте думать, как можно вернуться-то. Вот что можно, какой выход? Вот Даже что не вот знаю. вы вот, Если учительница будет, конечно, наверное, будут учить кто. а если бы вот, скажем, у вас была бы учительница такая вот, да? Ну, ей невыгодно было бы там двоих-троих учить бы, наверное. Да? Ага. А если бы, например, чумработница была бы учительница? Конечно, тогда хорошо было. Конечно, тогда Она хорошо. бы выполняла обязанности чумработницы Ага, там, да? Вот ага. там, радиста. Ага. И в то же время учила бы до 3 Конечно, класса детей. конечно, тогда хорошо было бы. И свой язык они бы знали бы, может. Да, потому что если Ага. ребенок до 10 лет уже при родителях, он же язык не забудет. Нет, А так вот забывается в поселке, да? забывается. Даже мы начинаем по-русски говорить с ними вместе. Ну вот, а какие еще вот, какой вот еще выход может быть из этого? Вот 8 детей, кто из ваших детей вернулся сюда, кто не вернулся в тундру-то? Никто. А сейчас вообще-то один ходит, это специалист мой, средний сын. Ага, там западных статах. Выучился, приехал? Выучился, приехал, после армии докончил и приехал 5 часов работать, кстати. Ездит. А вы бы хотели, чтобы все ваши дети были вот при оленеводстве, ну пусть специалистами, оленеводами? Хотела бы, конечно, но сейчас они что-то не очень-то хотят. Не очень. Ага. Ну, потому что, вот, может быть, сказывается А оторванность. Наверное, а старший сын там плотником работает в поселке. Ага. Плотник, а вы кто по национальности? Я Ивенко. Вообще-то плотник это, наверное, специальность такая странная для оленевода. Ну, Трудноватая, конечно. я ему говорила, что это не он после школы послужил вообще-то. Ну, не захотел потом, говорит, я что буду там, говорит, ты, у меня поселок лучше, говорит, и на танцы можно сходить, и в кино можно сходить. Вот.
эти такие упреки. А вам где лучше, здесь в тундре или в поселке? Вот вам лично. Мне только в тундре. А чем здесь лучше? Не знаю, почему-то тянет так и тундру. Ну, здесь женщине же тяжело очень. Мне очень хорошо здесь. Сейчас тундра пустая. Вот это кочующее производство только находится. А так постоянных жителей сейчас нету. А раньше здесь было. Ну, в этом месте, в этом районе, где-то район Становая это называется, жили сотни людей. Я вот молодой был, ездил на оленях, везде яранги, везде, значит, жили по-своему. А если бы так жили сейчас, до сих пор, сейчас бы их быт изменился бы, точно другой бы стал. И технически оснастились бы, и доходы сами бы решали, куда девать, как, значит, использовать. Вот к чему мы должны. Да. То есть вы сейчас боретесь за то, чтобы тундра опять стала многонаселенной, чтобы здесь было много людей, чтобы она опять ожила, возродилась тундра, как в былые времена. И при том так. Вот сейчас тундре заказники разные придумали. Опять-таки диктуют эти заказники. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы эти заказники не стали. А вот вся тундра был заказником, чтобы сами народы охраняли, сами народы все осуществляли то, что должен был осуществить этот заказник. Да, вот это традиции очень странно, что государство охраняет от народов, населяющих тундру, их территорию, исконно им принадлежащую землю, родную землю. Тем более эти народы лучше будут охранять. И традиции у них есть. Это еще не вычеркнуто пока. Так что вот у вас есть такое вот ощущение сейчас вот этого вот очень важного момента, вот переломного какого-то момента в судьбах народов Севера? Да, я думаю, это очень такой переломный момент. И этот год, ну хотя где-то 2-3 года надо переломить все это в сторону того, чтобы они сами самостоятельно, во-первых, стали во всех отношениях. И чтобы они владели своей землей, водными ресурсами, всем, что есть. Тогда только человек будет чувствовать себя свободно, а потом он мыслит, привыкнет. Или на выживание, или, как мы будем говорить, или же цивилизации какой-то степени. Они будут внедрять не так, как мы вот насильственно внедряли. Они будут к своим, значит, к своей жизни, к своей деятельности это будут приспосабливать. Да, то есть тогда, значит, сейчас будет не так, вот как мы, значит, цивилизация ломала традиционное хозяйство, нет, так? Значит, увлекала людей в поселок, да, в крупные поселки, было такое поселкование такое было. Да. А теперь будет цивилизация как бы идти навстречу традиционному хозяйству. Да. Вот, по-моему, так вы, такая постановка. Вот такой должен быть. Традиционным отраслям должен идти цивилизация не сам по себе, они должны перенять, они должны эту цивилизацию себе приспособить. Они, не кто-то должен быть диктовать, вот должен быть так эта цивилизация внедряться. А это все должен быть сейчас вот ассоциация народностей Севера образовался в Российской Федерации по всему Советскому Союзу. Вот эта ассоциация должна вот за такие
значит, форма перехода или форма возрождения народов Севера поддержать во всех отношениях и законодательно, и политически, и экономически. Это не просто так переход с одной формы хозяйства на другую. Это все социальный, политический, или, как скажем, возрождение народов Севера в этом должен заключаться. Если мы будем диктовать тоже так же, как мини-поселение или что-то строить, это ничего не даст. Они должны сами решать. Сейчас поэтому должны свободу дать. А давая свободу, не должны бросить просто. Она должна наблюдать при необходимости, должны власти помогать им. Только как консультации, не как подачку, как сейчас делаем, и не как одолжение, как сейчас до сих пор делают, а вот по их предложению должна помощь это оказываться. Тогда только, значит, мы будем добиваться возрождения, опираясь на эту реформу хозяйствования, должно быть и все это делаться для того, чтобы возродился культура их, значит, отрасли эти окрепли, значит, люди обратно пришли там, где жили веками. Скажите, а если вот представить себе такое, что вот эта вот новая форма хозяйствования, крестьянское хозяйство или фермерское, вот как угодно называть, но главная суть которого, что человек становится хозяином, так, если она вдруг не приживется здесь, то тогда что может за этим последовать? Ну, если не приживется, это будет, я думаю, что должен прижиться. Если не приживется, это будет наша вина, вина правительства, вина местных органов, которые не сумели это дело поставить как следует. А на самом деле, как вот сейчас из бесед мы видим, люди все хотят, боятся, не понимают. Ну вот я говорю о том, что если вот это, так сказать, последний шанс, так, то, значит, мне кажется, что если такая форма хозяйствования здесь не приживется, то можно уже говорить о том, что оленеводчество как традиционная отрасль наша уже тогда потеряется, наверное. Не да? только оленеводство, и люди, и народ, как народ нас потеряется. Не только его культура, не только его язык. А раз традиционные отрасли, если не станут функционировать, это не станет того народа, который, значит, мы говорим сегодня о малочисленных народностях. И вся вот эта уникальная арктическая культура, она тоже исчезнет. Исчезнет. Много сомнений, размышлений, споров рождает это новое дело. Станет ли оленевод фермером, а значит хозяином, покажет время.